Всем привет, ребята! Сегодня мы будем с вами делать разбор теста по естествознанию. Так, у нас первый вопрос, это первый вариант, кстати. Первый вопрос у нас вот такой. На какие три области делит современная наука окружающий нас мир? Окружающий мир, получается, здесь все живые предметы и неживые предметы, да, относятся. Так, и по вариантам. А вариант у нас макромир, микромир, мегамир. Следующий вариант макромир, биосфера, атмосфера. Следующий стратосфера, литосфера, гидросфера. И макромир, гидросфера, мегамир. Да? Здесь уже у нас сферы. Смотрите, биосфера, атмосфера. Сфера это у нас слой Земли, правильно? Это не окружающий наш мир, правильно? Получается, биосфера это у нас живой слой Земли, атмосфера воздушный слой Земли, но они не относятся к окружающим, правильно? И следующий стратосфера, литосфера, гидросфера тоже не относятся. Здесь тоже слой Земли написано полностью. И здесь тоже в последнем варианте макромир, гидросфера, мегамир. Гидросфера, гидро это у нас означает воду, то есть вода, простите. И это тоже не относится к вариантам. А единственный вариант у нас макромир, микромир и мегамир. Макро что означает? Макро означает у нас большие предметы. Макро. Большие предметы к ним относятся, например, ручка, тетрадь, то, что вы видите, да? Большие предметы. А микромир очень маленькие предметы, которые вам и нам не видно. Это, например, атом, молекулы, клетка, да? Молекулы, клетка. Это у нас относится к объектам микромира. Микромира. К объектам макромира, ну, например, книга, тетрадь, ручка, да? И есть следующий мегамир. Мегамир получается мега, это означает очень большой и слишком большие, например, планеты, Земля, очень большие предметы, или же еще как очень большие предметы, в общем, планета, Земля и другие. Так, получается у нас единственный правильный ответ макромир, микромир и мегамир. Первый вариант А, правильно. Следующий вопрос. Так, ученики, сразу пишем это в тетрадь, обязательно. Следующий вопрос у нас. Переведите численный масштаб именованный. У нас дано здесь 115 тысяч сантиметров, правильно? И это нужно переводить в метр. Да? А в одном метре у нас сколько сантиметров есть? 100 сантиметров есть, да? Получается 115 тысяч. Если убираем 2 нуля, получается у нас в одном сантиметре 1150 метров получается, да? Это у нас тоже вариант А. Так, 115 метров у нас нету, потому что здесь в составе 115 тысяч сантиметров у нас есть 1150 метров. Получается, это у нас вариант А. Следующий вопрос. Наука, которая изучает свойства твердых веществ, электрический ток, скорость ветра, строение атомов и другие. Так, сначала здесь в вариантах химия, биология, физика, астрономия, да? Мы почти каждый тест-разбор делаем этот вопрос. Ну, что изучает предмет химия, предмет биология, предмет физика, предмет астрономия, да? Химия это у нас изучает элементы, да? Элементы, их соединения и превращение. В основном превращение одного вещества в другое. Например, уголь, когда горит,
превращается углекислый газ, это все изучает у нас предмет химия. Или как из неорганических веществ превращается в органические, это тоже предмет химия изучать, да? А здесь нету слова превращение или слова элемента. Получается, этот вариант у нас отпадает, правильно? Биология – это у нас предмет про живых предметов, да? Живые предметы, например, растения, животные, человек или микроорганизмы к ним относятся, правильно? Но здесь про живых организмов тоже нету в вопросе. И поэтому это тоже отпадает. Астрономия, вы знаете, что это предмет, то есть наука про небесных тел, про планеты, про звезды, про Луны еще и про другие. Но не изучать твердых веществ, электрический ток, скорость ветра, правильно? А здесь у нас изучает предмет физика, получается, изучает свойства твердых веществ, электрический ток, скорость ветра, строение атомов и еще изучает агрегатное состояние веществ, как они превращаются, например, превращение твердых веществ в жидкие или жидких веществ в твердые. Это тоже изучает предмет физика у нас. Получается, третий вариант С у нас, да? Так, следующий вопрос у нас. Основная структура единицы жизни. Основная структура единицы жизни. Ткань, орган, клетка, организм. Смотрите, все вещества у нас живые и неживые бывают, правильно? Живые вещества и неживые. Так, мы прошли про неживых предметов. Неживых предметов общий изучает предмет химия, физика, про их свойства, как превращают, какие соединения у них есть, да? И у них самая маленькая частица, это называется атомом. Атом, да? А живые вещества, то есть у живых веществ самая маленькая частица, то есть единица жизни у них называется клеткой. Клетка. Получается, здесь вариант С правильный, а вот эта ткань, орган, организм, все они уже состоят из клетки. Получается, они у нас не самая маленькая частица, да? Клетка здесь основная структура единица жизни. Получается, у всех живых организмов существует клетка, кроме вирусов. Кроме вирусов. Остальных у всех существует клетка. Так, получается, следующий вопрос. Ребята, это сразу пишем в тетрадь. Что объединяет атомную, тепловую и гидроэлектростанцию? Так, электростанции у нас применяется для выработки электроэнергии, правильно? Электроэнергии. Чтобы вырабатывать электроэнергию, мы используем гидроэлектростанцию или атомную электростанцию, или тепловую электростанцию, или ветреная электростанция у нас есть, правильно? Так, используется одинаковое топливо, это не будет у нас ответом. Вырабатывать электроэнергию. Так, получается, в ответ правильно у нас. Не изменяет окружающую среду, тоже неправильный ответ, потому что атомная электроэнергия или тепловая электроэнергия, как изменяет, вы знаете. Так, нет правильного ответа, там тоже не будет ответом. Получается, у нас ответ Б правильно. Так, следующий вопрос, шестой. Назови частицы, вращающиеся вокруг ядра. Получается, здесь у нас дано атом. Правильно? Это полностью атом дано. И вокруг, в центре атома у нас расположено ядро. А вокруг ядра у нас вращаются электроны. Электроны, которые имеют отрицательный заряд. Минус, да? А внутри ядра у нас расположены протоны
протоны, которые имеют плюсовой заряд. Здесь отмечено 7 протоны, плюсовой заряд, положительный плюс. И нейтроны, то есть красные частицы, это которые не имеют нулевой заряд, нейтральная частица. То есть имеющие нулевой заряд, это у нас называется нейтронами. А отрицательные заряженные частицы, электроны, имеющие минусовой заряд, отмечены зеленым цветом. Так, получается у нас вариант А правильно. Следующий вопрос. Дана формула азотной кислоты. Из скольких атомов состоит молекула азотной кислоты, да? Так, у нас дана формула HNO3, да? Так, здесь уже у нас общая молекула элементов, потому что состоит из 3 элементов, да? Из водорода, из азота и из кислорода, да? Водорода здесь 1, то есть 1 атом водорода. Азота тоже 1 атом азота. И так как здесь 3 кислорода, у нас имеет 3 атома кислорода. А общий у нас получается 3, 1, 1. У нас получается 5 атомов. Из 5 атомов состоит эта молекула азотной кислоты. Или можем рассмотреть и другие и другие формулы, например, это сначала вы напишите. Так, например, углекислый газ, имеющий формулу СО2, да? Углекислый газ, в составе углекислого газа у нас имеется углерод, который только 1 углерод, да? И кислород, 2 кислорода. Получается, эта формула состоит из 3 атомов. Или метан, SH4, имеющий формулу, да? Углерод здесь тоже 1, водорода здесь 4 водорода, и поэтому из 5 атомов состоит эта формула. Или можно H3PO4, это у нас фосфорная кислота. Так, здесь водорода 3 атома водорода, и 1 атом фосфора, и 4 атома кислорода. Получается, из 8 атомов состоит эта формула. Можно так найти полностью, из сколько атомов состоит эта формула. Так, получается, здесь у нас вариант А. Так, это тоже, примеры тоже напишите. Ладно? Следующее. Длина экватора. Так, для начала вам нужно знать, что такое экватор, да? Так, у нас это земной шар, представим. И здесь есть северный полюс. И здесь южный полюс, да? Южный полюс. И линия, которая делит Землю на 2 части, то есть северную и южную, это у нас называется экватором. Так, длина экватора состоит у нас 40 тысяч километров. 40 тысяч километров. Длина экватора у нас такая. Следующий вопрос. Получается, вариант Б правильно. Следующий вопрос. Определите тип питания человека. Человек по способу питания: автотроф, гетеротроф, автотроф и гетеротроф или сапрофит. Получается, у нас автотрофы, в основном организмы, которые выделяют органические вещества. Да? Питая неорганическими веществами, они выделяют органические вещества. К ним относятся у нас все виды растений.
Получается, автотрофы у нас растения. Человек не относится, потому что человек впитывает кислород и выделяет углекислый газ. Они оба у нас неорганические вещества. Да? Или даже человек питается органическими веществами, но не выделяет органические вещества. Только питается. Да? Так, получается, автотрофы у нас отпадает вариант. Следующий гетеротроф. Гетеротроф это организмы, которые питаются органическими веществами. Например, органические вещества у нас, вы знаете, липиды, белки, разные сахар, да? Целлюлоза, крахмал, они все у нас относятся к органическим веществам, да? А человек питается ими, правильно? Получается, человек относится к гетеротрофам. Автотрофов вы знаете. Гетеротрофа знаете тоже. Автотрофам не относятся. А сапрофиты у нас организмы, которые питаются мертвыми организмами. Например, мертвыми телами микроорганизмов или других животных. Они называются сапрофитами. А человек по способу питания у нас гетеротроф. Так, следующий вопрос. Особый вид познавательной деятельности человека, направленный на получение знаний об окружающем нас мире. Это у нас, смотрите, особый вид познавательной деятельности человека на получение знаний, то есть на получение знаний, да? Это у нас называется наука. Память, логика, культура тоже, нужно для изучения окружающего нас мира. Но именно этот вопрос, ответом этого вопроса у нас будет наука. Так, следующий вопрос, 11 вопрос у нас. Когда был запущен первый искусственный спутник Земли? В вариантах 4 октября, 12 апреля, 10 декабря, 30 августа, да? Так, наверное, вы все отметили 12 апреля, да? Но нет. 4 октября 1957 года у нас спутник первый в мире искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Получается, это у нас будет правильным ответом. Спутник первый. Так. Давайте. 12 апреля у нас День космонавтов, да, отмечается, но первый искусственный спутник Земли не тогда запущен, правильно? 10 декабря тоже, 30 августа тоже. Это у нас варианты неправильные, получается. Так, следующий вопрос у нас. Тело не сохраняет свою форму и не меняет своего объема. В каком состоянии находятся вещества, из которого состоит тело? Так, получается, смотрите, в газообразном составе у нас тело не имеет форму. Например, мы же не знаем, какая форма у кислорода, или какая форма у азота, или углекислого газа, да? Получается, у них формы нету. Это не относится к вариантам. Правильно? Правильным ответом не будет. Не имеет форму, даже объема тоже, если не при нормальных условиях. Так, в твердом. Например, у нас рассмотрим железо. Да? Железо. Так, железо в обычном виде. Твердые вещества, да? И если, например, в квадратике железо, квадратное железо, кусок железа, и если мы в стакан положим, это тоже сохраняет свою форму, в квадратике остается, или даже в обычном месте находится, в квадратной форме у нас остается. Получается, он не изменяет свою форму, правильно? Не меняет своего объема. Твердые вещества тоже не бывает ответом. Жидкие вещества, например, вода, да?
Самое распространенное твердое вещество это у нас вода. Рассмотрим воду. Смотрите, в стакане вода имеет другую форму, а уже в баклажке, например, или в кувшине он уже имеет другую форму. Правильно? Получается, тело не сохраняет свою форму и не меняет своего объема. Получается, если в стакане имеется 100 мл воды, если вы их будете в кувшине измерять, тоже 100 мл находится, получается, у нас не изменяет объем, правильно? 100 мл остается, но форма уже разная. Это получается в жидком состоянии. Так, следующий вопрос. 13 вопрос. Единица измерения энергии и является... Так, здесь я у вас по вариантам я нашла ответы. Например, герц это единица частоты в периодических процессах. Следующий ватт. У нас единица измерения энергии, да? Ватт единица измерения мощности, а также теплового потока звуковой энергии, но не измеряет именно энергию, а именно потока звуковой энергии, да? Так, ньютоны. Ньютоны это единица измерения силы. Так, ключевое слово здесь. Единица измерения частоты, герц, ватт единица измерения мощности, ньютон единица измерения силы, а джоуль это у нас единица измерения энергии. Получается, здесь у нас вариант D, правильно? Следующий вопрос. Следующий вопрос. Расставь материки по убыванию. Расставь материки по убыванию в зависимости от их площади, от большого к маленькому. Так, здесь у нас дано материки, да? Так, вам... Так, видно? Самый большой материк у нас является Евразия, правильно? Евразия. Получается третий, первый у нас. И всех ответов у нас третий, первый, да? Второй материк. Евразия, кстати, у нас имеет площадь 54,6 миллиона километров в квадрате. А второй материк по площади у нас Африка, который имеет 30,3 миллиона километров квадрата. Получается 3, 4. У нас только Б и С вариант сразу отпадает, потому что 3 и потом 1. А Северная Америка у нас имеет третье место, да? Не второе, а третье место. Так, получается у нас А и Д вариант осталось. Следующее 3, 4. Третье место у нас имеет Северная Америка, которая имеет площадь 24,4 миллиона километров в квадрате. Получается первый. 3, 4, 1. Получается у нас в варианте только один вариант совпадает. Это вариант D, да? 3, 4, 1, 5, 2, 6. Получается третий Евразия, четвертый Африка, первый Северная Америка, пятый Южная Америка и второй Антарктида. И последний, самый маленький материк, это Австралия. Вариант D правильно. Так, следующий вопрос. Искусственные водоемы для накопления воды называют озерами, прудами, водохранилищами и реками. Озера, пруд, река – это не искусственные водоемы, правильно? Искусственные водоемы. Получается, искусственные – это которые человек создает, да?
создал человек. Это у нас единственный вариант водохранилища. Водохранилище, созданное человеком. Так, следующий вопрос. Как назвать форму взаимоотношений живых организмов, при котором питание идет за счет другого организма? Симбиоз, биоценоз, поляризация и паразитизм. Так, ребята, я здесь уже написала ответы. Можете сделать скрин и потом написать в тетрадь. Симбиоз – это близкое сообщество живых организмов, принадлежащих к разным биологическим видам. Например, это если животное, а это растение или другое. Да? Так, биоценоз – сообщество организмов, исторически сложившихся совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов. Это получается даже не форма взаимоотношений. Да? Это у нас симбиоз и биоценоз, получается, отпадает. Поляризация – процессы и состояния, связанные с разделением каких-либо объектов преимущественно в пространстве. Это тоже не форма взаимоотношений. Так, смотрите, взаимоотношения живых организмов, при котором питание идет за счет другого организма. Например, вирусы, да? Вирусы или бактерии у нас внутри организма питаются нашим, например, так как сказать, питаются за счет других организмов. Это у нас, например, вирусы. Да? Так, они относятся у нас к паразитам, и форма паразитам, форма взаимоотношений, и у них называется паразитизм. Паразитизм. Получается, питается за счет других организмов. Вариант правильно. Следующий ответ. Зеленые пластиды. У нас пластиды. Смотрите, пластиды у нас только бывают у растений, да? Например, цветочек, да? Так, и корень есть, правильно? Смотрите, здесь у нас в верхней части растений разного вида, да? Получается, они имеют хромопласт, который пластида, называемая хромопластом, который имеет цвета красный, желтый или и другие, фиолетовые есть, еще розовые цвета есть, да? Они имеют, то есть, разные цвета. Это верхняя часть растения, то есть цветка, да? А зеленые пластиды, именно их корни, то есть не корни, а листья, и вот верхняя часть растения, это у нас хлоропласт. Зеленые пластиды, только зеленая часть растений, это у нас называется, там, то есть бывает пластид, называемый хлоропласт, который дает зеленый цвет растения, зеленый. А лейкопласт, если вы знаете, корни растений у нас бывают прозрачного цвета или не имеет цвета, да? Не имеет цвета, можно сказать, потому что в них находится лейкопласт. И поэтому они не имеют у нас цвета. Так, вот это 3 основных пластидов. Напишите и можете сразу нарисовать рисунок в тетрадь с разными цветами. Так, получается, зеленые пластиды у нас хлоропласты. Цитоплазма — это вообще орган, который состоит вокруг клетки, то есть внутри клетки. Не будет ответом. Так, следующий вопрос. 18 вопрос. Установи соответствие. Выбери правильный ответ по расположению приборов. Это, думаю, самый легкий вопрос.
из этого. Измерение объема. Измерение объема у нас с помощью колбы или с проверкой у нас измеряют объема, да? Получается, измерение объема у нас четвертый рисунок, да? 4. Так, 4. Сейчас я... 4. Угу. 4. Измерение объема. 4. Так, второе измерение массы. Это у нас измерение массы с помощью весы, да? Получается 4 первое. Измерение массы вторая. Третье у нас измерение температуры. Третье. И измерение времени. Измерение времени. Так. И первое это. Так, я ошиблась. Так, у нас фото дано. Фото дано. Выберите правильный ответ по расположению приборов. Первое это измерение времени, да? Измерение времени. Получается, 4 первый. Я по текстам работала, оказывается. Второе это измерение массы, то есть весы, да? 2. Третье это измерение температуры. 3. И четвертое, самое последнее, это измерение объема, то есть получается 1. 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Получается, это у нас вариант С, правильно. Так. Следующий вопрос. Сосуды, несущие кровь от сердца к тканям тела, да? Так, это у нас очень большая тема. Капилляры, вены, артерии, лимфы, лимфатические сосуды, да? Так, у нас в теле человека есть 3 кровеносных сосудов. Это получается капилляры, вены и артерии, да? Как на фото. Сейчас фото покажу вам. Фото. Смотрите, вены это у нас зеленые, то есть или синие сосуды, которые переносят кровь от тела к сердцу. То есть получается сердце, несящий кровь в сердце. Это у нас в сердце. Это у нас вена, да? И он имеет цвет зеленый или синий. Так, артерия. Артерия переносит обогащенную кровь от сердца к тканям тела. От сердца, да? Вот в чем их разница. От сердца получается артерия, а в сердце у нас вена. А капилляры это самые маленькие сосуды, которые их объединяют. Получается, так, давайте я удалю это, а вы делайте скрин этот фото и потом напишите хорошенько про кровеносные сосуды, про вены, про артерии, про капилляра полностью. Получается, у нас вопрос был какой? Сосуды, несущие кровь от сердца к тканям тела. Это у нас ответ артерий. Артерий будет. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Последний вопрос, кстати. Основная угольная база Казахстана, занимающая площадь более 3600 километров в квадрате. Так, основная база угольного бассейна у нас, которая... Так. Основная угольная база Казахстана у нас в центральном Казахстане, да? В центральном Казахстане. И именно в Караганде. Имеет почти 90% из всего угля именно
получать из Карагандинской области, да? Угольного бассейна. Центральный Казахстан. Из Центрального Казахстана. И Инна из Караганды. Казахстан. Так, на этом у нас все. Пишите обязательно в тетрадь. Делайте разбор и выучите. Потому что в следующих тестах вам пригодится это вопросы. Понятно? Ну, у нас все. Мы закончим на этом.